Далее к новостям нашего региона. Отчитались о проделанной работе и определили задачи на будущее. Горнодобывающий комплекс Верхнемунская открыл череду хозяйственных активов в Удачнинском горнообогатительном комбинате. Это первый отчет цеха о проделанной работе за год. Проводился он в новом формате. Все подробности у наших коллег. Оплата проезда иногородним работникам горнодобывающего комплекса Верхнемунская. Доставка людей до месторождения из Удачного более комфортным транспортом. Реализация проекта по строительству спортивного зала в Вахтовом поселке. Эти и другие вопросы прозвучали в адрес руководства Удачнинского комбината. Задать их можно было как из зала, так и подготовить и записать заранее. В городе ходят слухи о неизбежном переходе Удачнинского ГОКа и всех подразделений компании на вахтовый метод работы. Отсюда возникает вопрос, насколько правдивы данные слухи и какое будущее у города Удачный. Планов по переводу всего ГОКа на вахту нет. Вахтовый метод работы у нас в том числе есть. Многие из вас работают на ПДК Верхнемунская вахтовым методом. У нас есть вахтовый метод, часть у нас работы водителей автопоездов, те, которые у нас начали, тоже, которые обслуживают Верхнемунское месторождение. Поэтому нельзя тоже сказать, что у нас нет вахты совсем. Она уже есть. И, наверное, будет также продолжаться. Волновал присутствующих и вопрос по приему на работу в Удачнинский ГОК их детей на период летних каникул. Руководителям комбината принято решение продолжить эту хорошую прием детей наших на летние каникулы. Количество и так далее, но я думаю, что мы где-то в апреле месяце с разнарядкой, ближе к концу апреля, определимся. Говорили и о предоставлении путевок для работников Верхней Муны, по которым они ранее могли получать полноценное трехразовое питание, находясь на месторождении, а также медицинское обслуживание в межвахтовый период. Активно занимаемся этим вопросом. Значит, в АБК у нас будет небольшая реконструкция, будет организовано пока два, но в перспективе, я думаю, что 3 кабинета для профилактики здоровья. Принимали от присутствующих и предложения для решения того или иного вопроса. И как предложение разрешить проживание с оплатой за койко-место от 1 до 5 дней в зависимости от летного расписания. Обстановка хозактива была несколько иной, чем в предыдущие годы. Непринужденная беседа, позитивный настрой, открытость руководящего состава – все это стало неотъемлемой частью текущих хозактивов в Удачнинском горно-обогатительном комбинате. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».